С добрым утром! На календаре 24 сентября, пятница, и мы приветствуем вас в эфире каналов Якутия-24 и НВК Саха. Программа «Утро Якутии». Меня зовут Мадина Халикова, и сегодня мы готовы рассказать вам много всего интересного. К нам придут интересные гости, будет много интересных сюжетов, поэтому присоединяйтесь к эфиру, мы вас ждем. Сегодня долгожданная пятница, скоро выходные, осталось совсем немножко поработать, чтобы отлично отдохнуть, тем более погода нас радует. А то, что было за окном сегодня в 6 утра, расскажу вам прямо сейчас. В центральных районах 2 плюс 2 плюс 4, в заречной группе минус 5 плюс 2, в южных столбик термометра поднялся на 6,7 градусов, в Вилюйской группе 1 плюс 3, в Нижнеленских от минус 1 до плюс 1, в западных минус 2 плюс 4, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 3 плюс 1, в Янских минус 4 плюс 4, на северо-западе точно так же. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра 1 градус выше нуля. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в конце дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. А температура радует плюс 10, плюс 12 градусов. Я напоминаю, что работаем мы в прямом эфире и ждем ваших поздравлений, сообщений, вопросов в наш WhatsApp в номер 8 914 273 44 88. А также заходите в Instagram и ищите нашу страничку «Утро Якутии». Вбивайте в поиске и тут же находите нас. Присылайте свои фотографии в директ, мы ждем сообщений, комментариев, лайков и подписок. Поделитесь с нами планами на грядущие выходные, чем планируете заняться, есть ли уже какие-то планы, либо будете просто отдыхать дома и заниматься домашними делами. Наверняка накопилось их много. Это готовка, уборка, бытовая вся история. Но, может быть, вы поедете на дачу и будете заниматься огородом. Те, кто не успел это сделать в прошлые дни, погода пока нас радует. Последние теплые дни, и мы должны успеть, конечно, по полной программе их использовать. Ну а сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о событиях, которые произошли с нами сегодня. Давайте послушаем. Министерство труда и социального развития республики рекомендует работодателям организовать беременным дистанционный режим работы из-за риска заражения коронавирусом. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения отнесла беременность к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19. Отметим, что в республике, согласно указу главы Якутии от июля 2020 года, работодателям рекомендует переводить на удаленный режим работы беременных женщин и сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Расположенный в Москве якутский санаторий Бесчегда будет специализироваться на реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Об этом сообщил глава Якутии. Напомним, что в эти дни в Москве проходит заседание рабочей группы Госсовета по развитию арктической медицины, где собрались представители всех 11 субъектов, входящих в состав ДФО, и представители федеральных ведомств. Администрации Тампонского района безвозмездно переданы товары для работ по тушению лесных пожаров на сумму около 500 тысяч рублей. Источником финансирования является акционерное общество «Полиметалл», управляющая компания. Кроме того, по договору пожертвования САО «Полюс Алдан» фонд оказал содействие в приобретении продуктов питания для организации питания волонтеров, занятых на работах по ликвидации последствий природных пожаров в селе Бяськёль на общую сумму более 419 тысяч рублей. Напомним, что сегодня целевой фонд будущих поколений ведет основную работу по финансированию строительства домов для жителей села Бяськёль, оставшихся без жилья в результате лесных пожаров.
3 новые лаборатории откроются в Северо-Восточном федеральном университете в рамках научно-образовательного центра «Север». Университет победил в конкурсе Миноборнауки Российской Федерации. Теперь в СВФУ начнут работу сразу 3 новые молодежные лаборатории. Каждая получит по 14 миллионов рублей. В университете уточнили, что субсидии из федерального бюджета на проведение исследований в рамках центра «Север» получат 6 лабораторий из Якутии, 3 научных коллектива из числа победителей из СВФУ. Все 3 лаборатории возглавляют исследователи не старше 39 лет. В торговом центре «Кружало» в Якутске начала работу ежегодная межрегиональная промышленная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо-2021». Она уже давно стала традиционной и, конечно же, каждый год притягивает внимание не только жителей столицы и региона, но и гостей. В этом году из-за ограничений принято решение сократить количество участников до 15 человек. Свою продукцию – это продукты питания, продовольственные товары и многое другое – представили не только якутяне, но и другие регионы. Продлится выставка до 25 сентября включительно и будет приурочена к открытию форума, а также Дню предпринимателей республики. Всего в эти дни на разных площадках столицы будет проходить более 50 различных мероприятий. Сегодня подписано соглашение, это исторический момент, между крупнейшими общественными организациями республики. Это «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата, а также омбудсменом республики Кычкиной Альбиной Егоровной. Это соглашение дает нам право быть уверенными в том, что теперь, объединив усилия этих крупнейших общественных организаций и защитника бизнеса, омбудсмена, мы сможем быть еще более полезными для бизнес-сообщества, отстаивая их интересы и создавая им возможность для развития их бизнеса. С сегодняшнего дня Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия объявляет конкурс на определение кандидата муниципального образования района или городского округа, принимающего 9-е спортивные игры народов республики. По итогам конкурса через месяц после его объявления коллегия Министерства по физической культуре и спорту выберет самого достойного кандидата и представит свое решение главе Якутии. Окончательное решение об утверждении организатора будущих игр будет за главой республики. Спасибо, Валерия, за то, что всю неделю радует нас новостями. Ну а сейчас мы переходим к нашей утренней зарядке. И Александра Васильева, наш фитнес-тренер, готова с вами провести эти 5 минут. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, я фитнес-тренер спортивного клуба «Стафит». И сегодня я предлагаю вам тренировку для всего тела. Поехали! этом наша тренировка закончена. Всем отличного дня. Любите спорт.
Спонсор телепроекта «Сказка Бэйби». Магазин для мам и малышей. Сегодня в выпуске «Иллюзия о семейном счастье». История Александры и Семена, родителей троих детей. Я в первую очередь принимала решение, когда и сколько детей у нас будет. Что скрывается за успешной жизнью предпринимательницы Натальи, матери двоих дочек? Малыш говорит, я тут главный, а все остальные под меня. Под какой маской скрывается выгорание? Родительское выгорание, она такая вещь, что не знаешь, когда оно наступает. Психотерапевт Татьяна Сабарайкина расскажет о первых звоночках. Когда вы мама, а чувства счастья все еще нет, как быть? А смогу ли я вообще полюбить ребенка после такого? Лена Диадорова о своем эмоциональном выгорании. Доброе утро. На телеканале НВК «Саха» состоялась премьера нового проекта «Мы справимся». Первый выпуск состоялся 19 сентября и нашел отклик в сердцах наших зрителей. И программа эта для и о молодых родителях. Сегодня в нашу студию пришла моя коллега Анна Кириллина, создатель, собственно, этой программы. Анна, доброе утро. Доброе утро, Мадина. Доброе утро, дорогие телезрители. Прям вспомнила старые времена. Я тоже выходила каждое утро на протяжении 10 лет в программе «Новый день». Очень приятно. Это прекрасно. Анна, расскажите поподробнее об этом проекте. Как появилась идея реализации, как появилась идея создания и сколько времени у вас ушло на то, чтобы в голове как-то скомпоновать эту идею? Ну, скажем так, что очень многие телезрители, наверное, уже прочувствовали и знают то, что мы сейчас делаем проекты по запросу телезрителей. Если раньше у нас было авторское телевидение, да, с позиции «мне нравится» и «я общаюсь с тобой», то сегодня мы больше слушаем нашего телезрителя. Что он хочет, какую проблему он хочет решить, какие темы поднять. Да? И после проекта «Города женщин», который успешно выходил в течение 3 сезонов, мы все-таки решили сузиться, да, и поговорить о родительстве именно в проекте «Мы справимся». То есть был запрос от людей, от жителей нашей республики, которые не знали, куда им обратиться наверняка, да? Молодые мамы, да, очень хотели эфир, который бы был полезен им, потому что в социальных сетях, в интернете очень много информации, а избирательной именно с нашими экспертами, врачами, самими родителями, да, чтобы делились они своим опытом. Вот такого проекта не было. И именно вот этот проект расскажет вам очень много интересного, ответит на многие вопросы, потому что темы были озвучены самими родителями. Забегая немножечко вперед, приоткроем небольшую завесу тайны. Кто ваши эксперты? Это профессиональные врачи-педиатры, психологи, кто еще будет? Да, именно. Это врачи-педиатры, это психологи. Пользуясь случаем, благодарю всех психологов республики, которые подключили, и психотерапевты тоже были, да, все с именами, звучными именами, как раз-таки разбирают каждую тему. Передач будет 16, будет идти до Нового года, воскресенье 12:30, так что подключайтесь, и она очень интересная передача, да, сама подача, сама компоновка, работали очень интересные и лучшие, мне кажется, сотрудники, да, нашей компании. Это Нина Корнилова, режиссер, Марфа Топогарова сейчас каждый день монтирует этот эфир. Лучшие операторы, конечно же, да. И какими все являются у нас. Да. И что касается редакторов, был приглашенный редактор, это Ирина Бурнашова, тоже молодая мама. Ну и хочется отметить, конечно, ведущую, да, это Вика Андреева, потрясающая девушка, блогер, ведет свой YouTube-канал. И я просто увидела ее и поняла то, что она органично впишется. И она сама молодая мама 2-летнего на личном опыте, значит, она сына. Петр тоже замечательный муж. И вот очень хотелось, чтобы именно вот этот посыл, вот эта атмосфера, настроение как бы передавалось в проекте. Ну, это потрясающе. Мы все уже ждем новых серий, потому что интересно, как же все-таки справляются родители. И это такая
сложная ноша, которую еще не все, наверное, понимают, когда только планируют заводить детей. И мамы обращаются наверняка, чтобы еще и папам подсказали, как с папам-то себя вести. Там будут подсказки для отцов? Вот именно, как раз хотела добавить то, что именно в этом проекте очень много будет мыслей именно пап, да, потому что мы поднимаем роль отцовства. И хочется сказать то, что в течение лета мы снимали видеосюжеты в магазине «Сказка». И сама лично наблюдала, как молодые мамы, папы совместно выбирали продукцию, да, какие-то гаджеты. Я просто была поражена, потому что моему сыну уже 20 лет, да, для меня это все было очень давно, да, и была очень удивлена и восхищена тем, что сейчас совершенно другое поколение, да, совершенно другое поколение, осознанное родительство, несмотря на то, что молодой возраст, и очень тщательно, трепетно относится к родительству. Вот это меня очень восхитило. И папы будут делиться со своими эмоциями, будут говорить о том, как вообще воспринимается материнство, да, будут говорить о родительском выгорании, будут также говорить и признаваться в любви своим женам, да, Вторым половинкам. да, что вторым тоже половинкам. Будет это иногда просто так потрясающе, важно. да. Самые простые вещи. Чем вы вдохновлялись? Вот, как вы искали героев? Ну, наверное, историями людей, да, и, конечно, это очень большая работа. Мало того, что я собирала фокус-группу и разговаривала с каждым, да, это как работает продюсер. Продюсер набирает команду и должна понять на выходе, будет ли этот проект интересен в последующем и соберет ли, да, аудиторию. Поэтому важно было не упустить ни один аспект, да, ни один момент. Все это прописывалось, опрашивалось, и по итогам этих опросов, да, было около 150 родителей. И дальше уже и социальные сети мы подключили. Ну, практически такая прям народная передача, которую, в принципе, редакторами и стали сами молодые родители. Это прекрасно. Анна, ну у вас сейчас есть прекрасная возможность обратиться к зрителям, сказать, когда ждать нам следующую серию и всех пригласить к экрану. Дорогие телезрители, смотрите каждое воскресенье 12:30. Прекрасное время, чтобы проснуться в выходной день и посмотреть этот замечательный эфир. Мы делали этот эфир с любовью, так что приглашаю к просмотру. Спасибо вам большое, что сегодня утром пришли к нам в студию, подняли нам настроение, зарядили на эти прекрасные выходные, которые нас ждут. Ну а сейчас я хочу рассказать, что 22 года назад в Лондоне в этот день был открыт памятник великому сыщику Шерлоку Холмсу. Персонаж произведения Артура Конана Дойля один из самых популярных в мире, а по количеству киновоплощений ему, наверное, нет равных. И даже «Золушка» и «Граф Дракула» ему уступает. Памятник в Лондоне открылся, конечно же, недалеко от Бейкер-стрит, дома 221-Б. Какие еще знаменательные события произошли в этот день, расскажем далее. На календаре 24 сентября. Сегодня отмечают День системного аналитика, Международный день караванщика, День пунктуации, День храбреца, а также День охоты и рыбной ловли. В народном календаре в этот день чтут память преподобной Феодоры Александрийской. К этому сроку заканчивается уборка овощей и начинается подготовка к зиме. Женщины приступают к закваске капусты, а начинать новые дела в этот день считается плохой приметой. События в этот день. Русский летчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил фигуру пилотажа штопор и вывел из него самолет. Женский экипаж Валентины Гризодубовой совершил беспосадочный полет Москва-Дальний Восток. В 1948 году была основана компания Honda Motor. Межпланетная станция Луна-16 доставила на Землю лунный грунт. В этот день, в 1990 году, Михаилу Горбачеву даны чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике. В России учреждена комиссия по правам человека.
В этот день родились Джироламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала. Хорас Уолпол, английский писатель, основатель жанра готический роман. Григорий Потемкин, русский государственный военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель. Лариса Рубальская, советская и российская писательница, поэтесса, переводчик. Именины сегодня отмечают Сергей, Роман, Петр, Николай, Лев, Дмитрий, Герман, Виктор, Ия, Евдокия. Доброе утро! Расскажите, что помогает вам проснуться? Мне, например, крепкий кофе и сытный вкусный завтрак. Наверняка этот ритуал любят делать все жители нашей страны и жители нашей планеты, потому что без завтрака, как-то день не задается. А как приготовить вкусный завтрак и еще и по фирменному рецепту, сегодня в нашей рубрике «Полезный завтрак» бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо» Андрей Мусяци расскажет нам подробно. Он приготовит сырники, всеми любимые, но по своему фирменному рецепту. Всем доброе утро, меня зовут Андрей Мусяци, я бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо», и сегодня мы с вами приготовим сырники. Итак, для этого нам понадобится творожный сыр, творог, разрыхлитель, соль, сахар, яйцо, мука. И для подачи нам понадобится малиновое варенье, мята и свежие ягоды. Итак, приступим к приготовлению. Для начала возьмем творог. Творог я предварительно протер через сито, чтобы он был более однородным. Можно просто использовать творог, но я люблю еще добавлять творожный сыр. Тогда сырники получаются более нежные и чем-то напоминают чизкейк. Итак, добавляем творожный сыр, яйцо, сахар. Разрыхлитель многие не добавляют. Я недавно на самом деле открыл такую закономерность. Когда добавляешь разрыхлитель в сырники, когда обжариваешь, получается такая хрустящая корочка у них, что придает сырникам неповторимую текстуру, и, соответственно, вкус. Соль, щепотка. Перемешиваем все до однородной массы. Если масса получается жидкая, то добавить муки нужно чуть-чуть побольше. Если такая нормальная, плотненькая, то совсем немножко муки для связки. Буквально пару чайных ложек, чтобы удобнее было формовать. Итак, можно сейчас уже включить нашу сковороду разогреваться на медленный огонь. Тем временем сформуем наши сырники. Делаем шарики. Так, шарики сформировали. И нужно их теперь обвалять в муке и придать нашим сырникам форму. Если форма будет не идеальная, не расстраивайтесь, они будут все равно очень вкусными. Делаем толщиной примерно 1 сантиметр, чтобы сырники могли равномерно прожариться. Так, сковородочка наша разогрелась. Наливаем растительного масла. Огонь сокращаем до минимума и обжариваем до готовности на сковороде на медленном огне, примерно по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Так, переворачиваем и жарим еще примерно 2 минуты. Тем временем подготовим ягоды для подачи.
Клубнику порежем на 2 части. Голубика целиком и малиновое варенье. Так, итак, наши сырники готовы. Приступим к оформлению. Выкладываем на тарельку. Поливаем малиновым вареньем. Можно со сметаной, можно со сгущенкой. С любым вареньем, какое вам только нравится. Пробуйте, экспериментируйте, и все у вас получится. Так, украшаем свежими ягодками. Мне кажется, это идеальный завтрак. Итак, наши сырники с малиновым вареньем готовы. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Сырники действительно получились очень аппетитными. Поделитесь с нами, будете ли вы пользоваться этим рецептом от нашего бренд-шефа. Ну а мы пока продолжаем. В Мирном, в природном парке «Живые алмазы» готовятся к зиме. Здесь у каждого обитателя свои условия проживания и комфортной зимовки. Обильная кормежка, правильный температурный режим, важные условия в мороз. Наши коллеги съездили в Мирный и побывали в этом природном парке, узнали, как готовят животных к зиме и повлияли ли природные факторы на заготовку корма и сена. Пока мирнинцы достают из своих шкафов теплые куртки, перчатки, шапки, как я, например, уже утеплилась, в парке «Живые алмазы» его обитателей тоже готовят к зимнему периоду. Тут важно учитывать несколько факторов. Подготовить теплое, уютное жилище, сформировать правильный рацион питания. Кролики – одни из самых непривередливых животных, и пищу себе могут подыскать и перезимовать в морозы под слоем сугробов. В Мирнинском природном парке их почти 50 голов. Вылавливать и сажать в загон их не будут, уж слишком свободолюбивые. А вот свою порцию овощей за лето ушастые получили. Иногда не прочь побаловаться и семечками. Если кролики – животные неприхотливые, этого нельзя сказать о павлинах. Они здесь из южных краев. Поэтому оптимальная температура для зимовки павлинов – 18-20 градусов. Ее поддерживают в специальном павлинарии. По стандартам на одну зрелую птицу выделяют по 2-2,5 квадратных метра. Главное, чтобы нужная температура поддерживалась. Приедет электрик в конце недели, и будет освещение, вот конвектора будет проверять. Ну, все сделается. И вот эти, видите, вот эти настилы. Тут мы сено улаживаем, павлину, чтобы тут нормально отдыхали и спали. Но кормим обычно тут. Тут все затащим, воду, кормушки. Главное, чтобы не было перебоев с электроэнергией, да? Да, главное, чтобы перебоев не было. Иногда случается, но с положения выходим. В той части у нас печка-буржуйка стоит, мы павлинов туда перетаскиваем. И все, печку натопили, все нормально. Павлины свои теплые квадратные метры делят с голубями. И если подготовить теплое жилье для обитателей не проблема, с заготовкой кормов было чуть сложнее из-за пожаров и засушливого лета. Но работники парка справились. Заготовка кормов у нас нормально, весной ветки нормально приготовили, на зиму хватит, яголь приготовили для оленей тоже в достаточном количестве. И около 50 тонн естественной травы заготовлено. Но мы на зиму, хочу сказать, что полностью готовы. В парке «Живые алмазы» сегодня живут 18 голов копытных, 13 парнокопытных и 2 хищника. Пернатых около 60, кроликов почти 50. Все они уже привыкли к суровым якутским зимам. На территории парка сейчас находятся 2 медведя – Умка и Леха. Чтобы им было комфортно в зимней спячке, здесь построили деревянные короба. Они внутри будут выстилаться соломой. Также следят тщательно за питанием, чтобы медведи набрали нужную массу тела. В основном их кормят 2 раза в день. Основной рацион – это рыба и мясо. Ну, спросим у Умки, готов ли он к зимней спячке. Умка, готов? Ну, судя по тому, какой он отдохнувший, наверное, готов. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Сибирь и Якутия с давних пор привлекает к себе покорителей и исследователей. Сегодня вместе с нашими друзьями из музея исторического парка «Моя Россия, моя история» мы вспомним экспедицию под управлением академика Миллера.
Доброе утро! Сегодня мы поговорим об академических экспедициях на территории Российской империи в XVIII веке, а именно о Великой Северной экспедиции и, в частности, об ее маленьком отряде под руководством известного ученого XVIII века Миллера. Это событие и данный отряд был известен больше и известен сейчас в историографии как путешествие академиков по Сибири. Произошло это в 1733 и 43 годах. Миллер и двое его студентов, помощников, отправились в Сибирь в долгое путешествие для того, чтобы присоединиться к отряду Беринга, который являлся руководителем Великой Северной экспедиции, которую также еще называют Второй Камчатской экспедицией. Отряд Миллера действовал самостоятельно, и его цели разнились от целей и задачей отряда Беринга и прочих отрядов Великой Северной экспедиции. В Якутск они прибыли только в начале сентября 1736 года. До этого же они находились в сибирских городах, проводили исследования в старых сибирских архивах. Благодаря этой работе отряду Миллера удалось выяснить, что еще до Витуса Беринга Берингов пролив был открыт 80 лет назад Семеном Дежневым. И вот, собственно, данная выписка пропала просто в старых сибирских архивах. И благодаря работе именно отряда Миллера и академиков данное известие стало достоянием общественности. В это время в Якутске находился начальник экспедиции Беринг, а также его отряд и отряд Шпанберга, а также Делакраер. Здесь находились также и грузы, и экипаж для судов, строящихся в Охотске. Корабли Беринга, на которых, собственно, они и начали свою экспедицию и обследование Камчатки и близлежащих островов, они перевозились через Якутск в Охотск, где, собственно, потом они впоследствии и собирались. Итоги экспедиции отряда Миллера следующие. Были составлены карты внутренней Сибири, описаны имеющиеся там пути, реки, озера и другие объекты, преимущественно гидрологические. А также получены зарисовки чем-либо замечательных местностей, открыты и исследованы неизвестные ранее различные сибирские древности, исследованы архивы сибирских городов, исследованы огромное количество новых видов флоры и фауны. Поскольку это был 18 век, и несмотря на тот факт, что Сибирь уже находилась под властью российской короны уже более века, ее природные богатства, ее флора и фауна до сих пор не были изучены. Помимо всего прочего, особое внимание не уделялось также и местному населению. Отряд Миллера попытался частично решить данную проблему. Было собрано и проведено множество исследований по этнографии сибирских народов, астрономические и другие исследования, которые как раз-таки и помогали для определения широты и долготы той или иной местности, что впоследствии помогло для составления более точных карт этих огромных пространств. А сейчас время новостей. В Ленской центральной районной больнице на этой неделе отмечается День безопасности пациентов. В рамках акции проходят различные мероприятия. Так, врачи женской консультации проводят для своих пациенток лекции на тему безопасной медицинской помощи матерям и новорожденным. Также акушеры-гинекологи рассказали молодым мамам о имеющихся программах поддержки. Например, женщины, вставшие на учет на ранних сроках, получат дополнительную выплату при рождении ребенка. Помимо этого, на протяжении всего срока с беременными, кому это необходимо, работает психолог. Надо сказать, что вся вышеперечисленная работа проводится ежедневно, а не только в объявленную декаду. Будем делать так, чтобы беременность протекала благополучно, и роды были достойными, и исход был хороший, в общем. За безопасную медицину, за безопасную медицинскую помощь матерям и малышам. После увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. Перерасчет пенсии происходит через 3 месяца после увольнения. Отмечается, что перерасчет выплат производится автоматически на основании данных, поступивших от работодателя. Кроме того, в ПФР неоднократно напоминали о наличии льгот у граждан предпенсионного возраста. В большинстве случаев право на льготы появляется за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Введение новых обязательных для сдачи предметов на едином государственном экзамене, кроме русского языка и математики, в ближайшее время не рассматривается. Уточняется, что сейчас ЕГЭ является обязательным для всех выпускников школ. 11-классники сдают русский язык и математику, а также предметы по выбору. В этом году в связи с распространением COVID-19 правила изменились. ЕГЭ сдавали только желающие продолжить обучение в ВУЗе школьники. У них был один обязательный предмет – это русский язык. Остальные экзамены по выбору. Впервые в Якутске представлена известная во всем мире выставка мистических портретов из коллекции Эдварда Аллена. В Национальном художественном музее выставлены стереопортреты Эдварда Аллена. Он создал свои произведения на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Оригинальные снимки фотохудожник приобрел на различных антикварных распродажах. Всего представлено 32 работы. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Посетитель под разным ракурсом может увидеть, как меняется облик изображенного на фото от вполне обычного человека до пугающего мистического существа. Каждый снимок Эдвард Аллен обрабатывал вручную. Выставка продлится до 9 января. Также имеется возрастное ограничение 12+. Конечно, эта традиция не новая. Если мы с вами окунемся в историю развития искусства фотографии, которое началось в 19 столетии, то уже тогда художники использовали наложение двух негативов и делали снимки, когда изображен реальный человек, и в руке он, например, держит свою голову. Они, конечно, тогда не получили достаточного распространения, но, тем не менее, дали толчок развитию использования в одном снимке двух негативов. Последние теплые дни осени ожидают жителей Якутска в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье столбики термометров еще будут держаться в районе 10 градусов тепла. Однако на следующей неделе температурный режим начнет меняться. Сегодня, 24 сентября, в Якутске к концу дня ожидается небольшой дождь. Порадует северо-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит 0 плюс 2. Днем синоптики обещают плюс 10, плюс 12 градусов. Доброе утро! Многие из вас наверняка помнят, как в феврале 2019 года итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини в Эмиконе на полюсе холода пробежал 39 километров в экстремально холодные минус 52. Паоло Вентурини дважды приезжал в Якутию, сначала, чтобы составить маршрут своего экстремального забега, и во второй раз, чтобы его, собственно, совершить. Оба раза вместе с ним приезжала съемочная группа. И вот сегодня в кинотеатре «Лена» состоится премьера документального фильма «Monster Frozen» о Якутии, подготовке к марафону и о самом, собственно, марафоне. А главный герой этого проекта Паоло Вентурини сегодня в гостях нашей студии. И с ним также пришел Владимир Васильев, исполнительный директор Северного фонда. Доброе утро, мои дорогие гости. Доброе утро, Марина. Доброе утро, Сака. Паоло, поздравляем вас с этой премьерой. Вы сами наверняка уже видели фильм. Довольны ли тем, что получилось? So just you are welcome in Yakutia, and are you satisfied with this film produced by you and your company, your team? Yes, I'm very happy to stay here again after 2 years. Я очень счастлив вернуться сюда через 2 года. It's the final, if you want, of my project because we have worked for a year and a half. Конечно, мы очень рады, что мы наш проект вот закончили по Якутии. After the big challenge in the pole of cold. И очень большого вызова на полюсе холода. And now we can watch the big adventure and the beautiful land of Sakha-Yakutia. И сегодня мы сможем всем показать большое приключение и очень красивую природу Якутии. Расскажите немного о результате вашей работы. What about results of your work and activities? Yes, it's the first time in the war which one man have run with this temperature. It's the first time. Да, это было первый раз, когда человек официально пробежал при такой низкой температуре. And also the specialist in sport medicine was impressed of this result. И особенно специалисты от спортивной медицины были очень впечатлены результатами этого марафона. Вот как вы решились на такой забег?
Как пришла идея в голову? Yes, how just this idea was born? Why you decided to do that? 1 year before Yakutia, I have run in the hottest place in the world, in Iran. До этого я пробежал марафон в самой жаркой пустыне Ирана. So after that, I have choice to run in the opposite side, so the more coldest place in the world. Да, после этого ко мне пришла мысль пробежать такой же марафон уже в противоположной сфере, в самом холодном регионе. And now some people say that which I am the athletes which have the more big different temperature for plus 67 degrees to minus 52. И теперь люди говорят, что я единственный человек на планете, который имеет очень большой амплитуду, температурную амплитуду от плюс 67 до минус 52. Как на родине восприняли? Как восприняли на родине? Ведь для них минус 52 это что-то невероятное. And for Italian, just it's minus 52, it's just something expressive. And how they meet your project? Yes, it's difficult to explain because minus 52 is a very extreme temperature. So it's not easy for us to explain. But with the movie, we can. Yes, он говорит, что очень сложно объяснить, что такое минус 50 для людей, которые живут в Италии, но мы сейчас сделали фильм, и они могут воочию посмотреть, как это происходит. А вот как раз, Владимир, у меня к вам вопрос. По-вашему, фильм о Паулу и его забеге будет ли еще одним поводом для иностранных туристов и вообще сюда приехать, посмотреть на всю нашу красоту и посмотреть на наш холод? Абсолютно, я в этом уверен. Его пробег, его марафон вызвал просто огромнейший интерес не только в Италии, но и в Европе, и в мире. После марафона его мучили телевидение, газеты, очень много интервью. То есть он популяризатор Якутии стал по добровольным. И сегодня прилетит еще президент туристической компании, его коллега, и мы будем обсуждать, как развивать туризм между Италией и Якутией. То есть мы уверены в успехе проекта. А за это за это время, когда за 2 года перерыва, были еще какие-то забеги, были, может, какие-то экстремальные интересные мероприятия? Have you had any other project during this last 2 years, or you have planned something new? Yes, my new project is for the next winter. У меня есть проект для следующей зимы. In Buryatia Republic. В республике Бурятия. And for the first time in the world, I want try to run up the Baikal Lake. И впервые в мире я планирую пробежать по льду Байкала, вдоль Байкала. То есть. Спасибо большое. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и вернемся снова. Доброе утро, и мы продолжаем. Паула, собственно, скажите, есть ли у вас какие-то последователи, есть люди, которые последовали вашему примеру и тоже хотят бегать в такие экстремальные температуры, совершать что-то неординарное в своей жизни? Готовите ли вы кого-то или занимаетесь все-таки этим самостоятельно? Paula, have you any followers who would like to run such kind of long distance marathon like you? Or do you just train somebody for such kind of extreme runs? Sure, I have a lot of followers, fortunately. У меня очень много последователей. But my mission and is the mission which the Italian State Police do for the young generation. И, конечно же, моя миссия – это продвигать такого рода проекты, и особенно итальянской полиции мы готовим молодое поколение. I go in the school and I talk about my experience to the young generations. Я посещаю школы, я рассказываю о своем опыте молодым ребятам, школьникам. For send a message to the younger, which if you want to do something and you prepare yourself and follow the rules, you can arrive to have a result in the school, in life, in sport.
Да, я говорю школьникам, детям, если вы ставите хорошие задачи перед собой и добиваетесь этого, то это как бы улучшает вашу жизнь. Есть у вас какие-то советы мотивации себя? Have you any advisors for listeners? So just... Yes, my philosophy is you need to have a proposal every day, a new proposal in a job, in a family or in sport. У меня философия такая: вы каждый день должны для себя что-то предлагать, что в своей работе, в спорте, ставить какие-то новые цели и задачи. And if you have a new proposal, you improve your life to arrive to the goal, to the result. Если вы каждый день ставите перед собой новые задачи, то вы улучшаете свою жизнь, улучшаете жизнь окружающих и достигаете своих целей. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня на этот эфир. И спасибо вам. Мы посмотрим фильм обязательно. Возможно, он замотивирует и жителей Якутии на такие экстремальные вещи. Но хотя, как же нас можно не замотивировать? Мы живем в этом каждый день. Да, спасибо. Спасибо. Как обычно, по пятницам мы отправляемся в Национальный художественный музей, чтобы познакомиться с шедеврами, которые находятся там в постоянной экспозиции и бывают убраны. Сегодня говорим о таком жанре, как натюрморт. В 20-е годы советское искусство привнесло много изменений в изобразительное искусство, в живопись и в жанры натюрморт, пейзаж и портрет. В 30-е годы семантика повлияла и на такой жанр изобразительного искусства, как натюрморт. Обыденные предметы обрели статус, некоторые попали в число фаворитов, а другие потеряли актуальность или вовсе попали в разряд чуждых. В отношении сюжета сложился узкий круг мотивов, всего несколько ведущих тем: окно, цветы, вазы. И одно из важных мест в натюрморте занял образ цветов. Как мотив цветы, свежие полевые цветы, они вошли в советский натюрморт в 20-е годы. А пик популярности пришелся на 30-е годы. И это были схожие по типу изображения цветы или фрукты в вазах. И, как правило, эти сосуды и вазы были простой формы, глиняные, стеклянные. Ведь важно было иметь именно изобразить именно простой сосуд. Для натюрмортов того периода цветы вообще, они изображали мир новый, обновленный, радостный, а полевые цветы символизировали простые растения, соответствующие демократическим устремлениям советского искусства. На картине художника Михаила Николаевича Яковлева мы видим именно такой натюрморт. Он прост по сюжету, на нем изображены полевые цветы в простых вазах, глиняных сосудах, стеклянных и чашках. Полевые цветы символизировали простые растения и были предметами пролетарского быта. А изысканные вещи, драгоценные вазы, редкие диковинные цветы, они использовались в натюрмортах того времени гораздо реже. Вот был у нас сегодня такой рассказ о художнике Михаиле Яковлева, который писал натюрморты. С добрым утром, и мы продолжаем наш эфир. И напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, и поэтому ждем ваших поздравлений. Многие приходят уже на наш WhatsApp номер, и одно из них я хочу сейчас прочитать. Но это не просто поздравления, нам даже подготовили видео. Сегодня у уважаемого почетного гражданина села Табахой Сунтарского Улуса и любимого отца семейства Николаевых, Николаева Владимира Прокопьевича, день рождения. Его дети, внуки, правнуки передают ему такие теплые слова.
папа, ты для нас человек с большой буквы, чья жизненная позиция научила нас быть сильными и чье огромное сердце всегда дает топливо к новым подвигам. Огромное спасибо тебе за то, что ты у нас есть. Ты для нас радость и любовь. Крепкого здоровья, исполнения и реализации твоих планов, желаний. Очень сильно любим и еще раз поздравляем тебя с днем рождения. Супруга, дети, внуки и правнуки. Очень трогательное поздравление. И есть у нас еще одно. Есть у нас привет. С добрым утром, Якутия. Солнечный привет передает Белая гора. Мы тоже передаем привет из Якутска в Белую гору. Хорошего вам настроения. Напишите, как у вас сегодня погода. И мы продолжаем наш эфир. Музейная тема все так же остается актуальной. Предлагаю вам перенестись через океан. В Голливуде открыли долгожданный музей кино. В нем представлены редкие и удивительные экспонаты, костюмы различных героев любимых фильмов, автомобили и оружие суперагентов и злодеев, личные вещи актеров и режиссеров. Побывать в таком музее – мечта, наверное, каждого киномана. To paraphrase the words of Han Solo. Перефразируя Хана Соло, подлетающего к звезде смерти, у меня хорошее предчувствие из-за всего этого. С такими словами Том Хэнкс символически открыл двери нового музея кинематографа в Лос-Анджелесе. Его учредитель – Академия кинематографа, та самая, что организует премию «Оскар». Заведение расположилось в двух зданиях общей площадью в 28 тысяч квадратных метров. Внутри некоторые из самых сакральных артефактов Голливуда, такие как туфельки из «Волшебника страны Оз», санки из «Гражданина Кейна», голова Терминатора или самая первая модель дроида R2-D2 из «Звездных войн». Есть залы, посвященные режиссерам Стивену Спилбергу, Джорджу Лукасу и Спайку Ли. Не обошлось и без кинотеатров, их тут два. Несмотря на такое богатство, многие годы у Голливуда не было собственного музея. It matters for Los Angeles to have. Для Лос-Анджелеса важно иметь свою выставку достижений. Мы знаем, что кино снимают по всему миру, и это замечательные фильмы, но мы в Голливуде. И если честно, при всем уважении, наш музей — это настоящий Парфенон в сравнении со всеми остальными. Этот самый Парфенон начали строить еще в 2012 году, а открытие запланировали на 2016. Но по ряду причин запуск неоднократно откладывали. За это время музей пополнился несколькими новыми залами, например, посвященными движению #MeToo и правам актрис. Для публики заведение откроется 30 сентября. Цена билета $25. Это примерно 1800 рублей. Спрос такой, что для покупки нужно отстоять виртуальную очередь на сайте музея. Что провели это утро с нами, были рады вас видеть и подарить вам заряд бодрости. И завершаем наш эфир по традиции музыкальной паузой. Егор Ефимов исполнит для вас песню. And tonight I'll be thinking about you. With me, you just have fun. With you, I'm a little confused.